сегодня я совершенно свободна. А чем ты любишь заниматься в свободное время? Позвони мне, вдруг наши желания совпадают. Может быть, встретимся в одно время и в одном месте. Жду с нетерпением. Привет, я Жанна, и сегодня в свободное время я узнаю, что объединяет двух львов и Волжский разлив. «Два льва», если кто не знает, это замечательная самарская регги-группа. Ее солист Сергей Медведев, он же Гога, он же Жора, он же Гуня Берман, с товарищами и новым проектом под названием «Волжский разлив». Сейчас, в 21 веке, мы же на самом деле собираем все, что было в 20 веке, все лучшее, и делаем из этого синтез. Вот таким образом появился «Волжский разлив», что мы решили играть эти песни вживую. И что удивительно, оказалось, что молодежи в первую очередь это очень нравится. Вот эти все старинные песни про бабушку-старушку, там, «Школа Соломона Пьера», они же известны для моего поколения, но сейчас их никто не слышал. Слышал, не слышал, но вы же где-то эти тексты откопали? Ответ до банального прост. В интернете. Да, там не только современные песни имеются, но и старинный шансон. Сейчас я это все послушал, там такие шедевры, там такое состояние, такое настроение, что просто я подумал, что некоторые песни действительно настолько шедевральные, собирательные, что невозможно их не показать людям. И все-таки странно, шансон. Никогда бы не подумала, что направление это кому-то, кроме водителей маршруток, может быть интересно. А вот я вернулся с зоны, а ты уже с мусорком. Я тебе перо и обратно на зону. Да. Вкус в этом направлении совершенно испорчен в России сейчас. И мы как раз и занимаемся тем, что воспитываем вкусы к этому. Что в первую очередь шансон, он был придуман как ресторанная песня в России, которую пели цыгане или в Одессе пели еврейские клезмерские оркестры. И от этого всем становилось весело, и все танцевали. Вот под современный шансон я не думаю, что особо потанцуешь. Мы не поем тюремных песен, совершенно ни одной нет тюремной песни. Мы одесские такие смешные песни, но тем не менее я считаю, что мы тоже играем корневую музыку. И именно то, что мы не делаем ее на синтезаторе, а делаем это вживую, у меня живые музыканты играют, контрабас Лёва играет, у меня пианисты великолепные, у меня все профессиональные очень музыканты джазовые играют. Но вот именно что в нашем шоу они превращаются в таких самоучек из одесского кабачка. Ах, Одесса. Так вот почему музыканты с акцентом разговаривают, да и зовутся весьма оригинально. Таки да, Гуня? В Волжском разливе у каждого есть своя легенда. То есть всех зовут на сцене в Волжском разливе не так, как их зовут на самом деле. Вот у нас Лёва Цирный есть. То есть он из Одессы, он с Привоза, у него был свой гешефт на Привозе. Лавочку, он там щеточкой торговал. Потом женился, жена скверная оказалась, разорился, не заметил как. Ну и вот играет теперь с нами. Вот такая легенда Левкина. А на самом деле вот человек играет в группе «Два льва», «Cheese People», там вся страна его знает, он ездит и гастролирует. А раз гастролируют артисты, так и привязываться к постоянному составу нельзя. Отсюда обилие импровизации и непохожесть одного концерта на другой. Мы не репетируем ни один концерт. Мы практически договариваемся перед концертом, какие будут песни, гармонии намечаем, и все песни сыграны вот здесь и сейчас, они рождаются здесь и сейчас. У нас нет аранжировок, у нас только то, как зритель это воспринимает. То есть, если зритель сегодня хочет танцевать под эту песню, он получит танец. Если он хочет грустить под эту песню, я это ловлю, настраиваюсь, и зритель будет грустить под эту песню. Но погрустить не пришлось, а повеселились действительно от души. И потанцевали, и попели. Это не концерт блатного шансона, а это театральное представление. Мы одеваем костюмы, мы ведем себя так, как ни в одном ресторане никто из шансонье не ведет себя. И мы действительно стараемся говорить сердцем. Так, чтобы люди плакали, танцевали, смеялись на концерте. И мы постоянно работаем с публикой, мы общаемся. Я рассказываю про старых шансонье. Вот. И таким образом это больше театр.
Ну а куда ж без театра? Тем более, что вы, Сергей, имеете к нему непосредственное отношение. Я имела честь наблюдать вас в спектаклях «Самарта» и «Самарской площади». Да и барышня на клавишах Салманова-Радуева непосредственное отношение к Самарту имеет. Правильно говорят, талантливый человек во всем талантлив. Что ты? Левка, что ты меня пугаешь, а? Родом из Одессы! Свободен не тот, кто ничего не делает, а тот, кто находит время для себя. Здоровая эгоистка Жанна. Увидимся, может быть, даже здесь.